Всем привет, это Киноалания. Да, из-за коронавируса перенесли премьеры многих фильмов, но не всех. Сегодня по традиции рассказываем о фильмах, которые можно посмотреть на большом экране. Одна из немногих крупных премьер, которую не перенесли из-за коронавируса, мультфильм «Тролли. Мировой тур». Яркие существа продолжают петь и веселиться. Короче, детям точно будет весело. В первой части Розочка и Цветан смогли спасти свое племя. Окажется, что теперь все беды остались позади. Однако не все прекрасно. Выясняется, что мир музыки гораздо больше, чем думали поп-тролли. И теперь неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все, чтобы миром безоговорочно правил хард-рок. Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие. Им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс. Первая часть «Троллей» вышла в 2016 году и покорила всех детей. При бюджете в $125 миллионов мультфильм заработал почти 350. В продолжении нас ждет еще больше приключений, песен и забавных ситуаций. С днем рождения! В оригинале Розочку и Цветана вновь озвучили Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк. К ним присоединились Оззи Осборн, Сэм Роквелл, Келли Кларксон и многие другие. В дубляже их голоса мы, конечно, не услышим, но и на русском герои говорят голосами звезд. Над озвучкой работали Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Дима Билайн, Михаил Галустян и многие другие. Хип-хоп-тролль? Брюли для широких масс, а по папе я алмаз, им император ювелирки, я читаю высший класс. Первая часть «Троллей» запомнилась яркой анимацией, веселыми героями и крутой музыкой. Настоящим хитом стала «Can't Stop the Feeling», которую пел Джастин Тимберлейк. Во второй части нас ждет еще больше музыки, причем в разных стилях. «Тролли. Мировой тур» выходит со слоганом «Счастье будет всем». Главная задача этого мультфильма – развеселить зрителей, а еще напомнить, что несмотря на все различия, мы должны уважать и понимать друг друга, ведь без друзей в жизни никуда. В общем, берите детей и вперед в кино. Я смогу защитить тебя, клянусь, мизинчиком. Клятвы на мизинчиках нерушимы. Клятва на мизинчиках? Несмотря на напряженную обстановку, премьеры отменили далеко не все. Сейчас расскажем, что еще интересного выходит на большие экраны на этой неделе. В кино выходит военная драма Терренса Малика «Тайная жизнь». Фильм расскажет историю австрийца Франца, который отказался сражаться за нацистов во время Второй мировой войны. Ему грозит казнь за измену, но Франц, несмотря на многочисленные возможности избежать смерти, продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи. Еще одна новинка – триллер «Афера в Майами». Все начинается с того, что кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Однако агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом. В фильме, кстати, снялись Анна де Армас, Пенелопа Круз, Эдгар Рамирес и Гаэль Гарсия Берналь. В кино также показывают семейную драму «Мой друг мистер Персиваль». Главный герой – успешный бизнесмен и счастливый отец семейства Майкл Кингли. Но однажды его настигают образы детства, которые он провел на спрятанном от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и пеликана мистера Персиваля. Историю удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь. Кстати, эта лента – ремейк фильма «Мальчик и океан» 1976 года. Для молодых и влюбленных в кино покажут ленту «Верю в любовь». Когда музыкант Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она та самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь, одна жизнь может изменить целый мир. Ну и в финале у нас российская комедия номер один. Молодой авантюрист Артем встречает Феликса, легендарного похитителя предметов искусства, которого называли номер один. Вместе они решают провернуть аферу века, украсть одну из самых дорогих картин современности из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется, а она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным. Одну из ролей, кстати, исполнила Ксения Собчак. Ну а сейчас вспоминаем все старенькое, что еще можно посмотреть на большом экране.
Масси на этой неделе у нас тоже мультфильм «Анимашка Зверопой». Она вышла на большие экраны в 2016 году и никак не связана со Зверополисом, хоть у них и очень похожие названия. На самом деле в оригинале мультик называется «Sing». Пой. И не просто так. В ленте очень много и очень классно поют. Все действо происходит в мире, где живут зверушки. Владелец театра Бастер Мун изо всех сил пытается предотвратить закрытие своего театра. Для этого он решает провести музыкальный конкурс. Предполагается, что победитель получит $1000, последние оставшиеся у Муна деньги. Вот только в объявлении закрадывается опечатка, и теперь целая толпа пробуется на шоу, думая, что приз $100 000. Пожалуй, главный плюс этого мультфильма – его герой. Застенчивая слониха Мина, Розита, которая воспитывает 25 вечно голодных поросят. Горилла Джонни, протестующий против бандитской жизни отца. Агрессивная ежиха Панк Эш и многие другие. Все они классно нарисованы, забавно озвучены и очень круто поданы. Еще один огромный плюс – это музыка. В мультфильме звучат десятки мировых хитов. Песни Элтона Джона, Фрэнка Синатры, Леди Гаги и многих других музыкантов. Им постоянно хочется подпевать. Покупательница в 6-м отделе. Это было бесподобно. Озвучивают героев целая толпа голливудских суперзвезд. Мэтью МакКонахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Дженнифер Хадсон, Сет Макфарлейн, а еще Террен Эджертон, который в мультике спел песню Элтона Джона, а потом сыграл певца еще и в кино. «Зверопой» – красивый, добрый, мотивирующий мультфильм о том, что талант нельзя зарывать в землю, что нужно верить в себя. А еще он получился действительно забавным, с хорошими шутками, которые понятны как взрослым, так и детям. В общем, этот мультик отлично подойдет для семейного просмотра. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.